Доброе утро, дорогие друзья! С вами программа «Утро Якутии», и мы очень рады разделить с вами это прекрасное начало дня. Пусть первые лучи солнца подарят вам заряд энергии, а наши новости и сюжеты – хорошее настроение на весь день. Оставайтесь с нами в ближайший час. Это не только полезно, но и очень так символично, потому что встречать утро с утром Якутии всегда здорово. Ну и как всегда мы начинаем наш эфир с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 11 градусов. В заречной группе 10-18 выше 0. В южных до 20 градусов тепла. В Вилюйской группе 14-23, в Нижнеленских 6-12 со знаком плюс. В западных 14-23 градуса тепла. В Колым-Индигирской группе улусов минус 5 плюс 11, в Янских минус 2 плюс 12, на северо-западе до 1 градуса тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 7 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем облачно, с прояснениями. Ветер также юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 20 градусов. Прекрасная весенняя погода, отличное настроение. А сейчас мы покажем вам видео, которое не может оставить равнодушными никого. Ведь именно такие ролики порой не только поднимают настроение, но и делают наш мир добрее. В сети набирает популярность трогательная история о том, как современные технологии неожиданно стали настоящим источником общения и хорошего настроения. Девушка подарила своей бабушке умную колонку с голосовым искусственным помощником. И, похоже, между ними быстро возникла настоящая дружба. Пенсионерка с удовольствием общается с устройством, задает вопросы, слушает музыку, а порой даже шутит. Пользователи социальных сетей признаются, именно такие видео напоминают нам, что технологии могут быть не только полезными, но и по-настоящему теплыми. Ролик уже собрал тысячи комментариев, а зрители называют эту историю одной из самых добрых за последнее время. Давайте послушаем. Не все красивые бывают. Что уж поделаешь. А мы с тобой самые прекрасные, дорогая. Да что ты говоришь? Да, Спасибо на добром слове. даже не сомневайся. Хорошо, не буду сомневаться. Люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Одной-то было бы скучно. Конечно, дорогая. Да-да. Жизнелюбие и оптимизм этой бабушки, конечно же, вдохновляют. Зрителям же мы предлагаем поддержать полученный заряд энергии несложной утренней зарядкой. Хотите позитива? Вставайте, подтянитесь, подвигайтесь. Эндорфины скажут вам спасибо. Сегодня мы с вами немножечко будем активничать и добавим в наши тренировки небольшое кардио. Поехали! Дышим. Колено мягче, спинка прямая. Еще. Слушаем темп. Улыбаемся. Готовимся к новому дню. 3, 2, 1. И переходим на захлесты. Поехали. Работаем с носочком, мягко, не отбивая стопу. Дышим. Хороший глубокий захлест до ягодицы. Увеличиваем пульс. 3, 2, 1. А теперь пойдем в выпрыгивание. Солнышко. Выдох, выдох. Еще. Продолжаем. Выдох, выдох. Еще. Не останавливаемся. Выдох, выдох. Ручки прямые, мягкое колено. Работаем с носка. Выдох, выдох. Еще. 3, 2, 1. Закончили. Ноги широко. Соединяем марш-марш. Выдох,
выдох, выдох, выдох, выдох, выдох, вдох и выдох, вдох. Восстанавливаем дыхание, еще вдох. Восстанавливаем дыхание, еще. Марш, марш. 3, 2, 1. Ручки вместе, прыг. Выдох, выдох, еще. Выдох, 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 еще. Выдох, выдох, выдох. Продолжаем. Выдох, 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 еще. Дышим. 3, 2, 1. Стоп. Марш, марш. Здесь у нас будет еще 2 повтора. 3, 2, 1. Ручки вместе. Прыг. Три, 2, 1. Марш, марш. Дышим. Еще будет подход. 3, 2, 1. Поехали. Выпрыг. Прыг. 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 Мягче. Мягче. Еще. Еще. Выдох. 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 3, 2, 1. Марш, марш. Дышим. Мы уже у финишной прямой. Еще. Крайний. Ручки вверх. Стоим. Ножки шире. Округлились. Закрылись. Выросли. Еще. Выдох. Еще. Выдох. Продолжаем. Выдох. Еще. Выдох. Вверх. Удержание. 3, 2, 1. Стороны. 3, 2, 1. Ручки вниз. 3, 2, 1. Сняли, закончили. Ну что ж, всем отличного дня. До встречи. Физическая активность задала бодрый тон этому дню, а чтобы дополнить картину, давайте обратимся к истории. В рубриках «Даты и события» подборка значимых фактов и памятных дней этого дня. На календаре 20 мая. Сегодня Всемирный день метрологии. День Волги. По народному календарю – Купальница. На Руси день получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке. Всех кобыл и жеребцов, имеющихся в хозяйстве, в этот день обязательно нужно было прогнать по речной воде. Кроме того, и сами крестьяне окатывались водой из ближайшего водоема. Считалось, что это придаст им сил, здоровья на целый год. Этот день в истории. В 1570 году в Антверпене напечатан первый в мире географический атлас. В 1742 году в этот день русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии. Этот день также считается днем рождения джинсов. В 1942 году в этот день учрежден Орден Отечественной войны первой и второй степени. В 1942 году завершилась Керченская десантная операция советских войск. В этот день родились Федор I Иоаннович, русский царь, последний царь из династии Рюриковичей, Анаре де Бальзак, французский писатель, Эдуард Бухнер, немецкий ученый-химик, Нобелевский лауреат, Алексей Моресьев, советский летчик, герой Советского Союза, Эдвард Льюис, американский генетик, Нобелевский лауреат. В этот день также родились Роман Карцев, советский российский артист эстрады, театра, кино, народный артист России, и Алексей Гуськов, советский российский актер театра и кино, продюсер, народный артист России. Именины сегодня отмечают Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан и Фалдей. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. С
Спасатели напоминают, в период весеннего ледохода выход на воду на лодках, катерах и других маломерных судах сейчас категорически запрещен. Тем не менее, ежегодно находятся смельчаки, чаще всего охотники или любители экстрима, которые выходят на воду до официального открытия навигации и подвергают свою жизнь смертельному риску. Судно может быть зажато льдом, перевернуто или быстро затонуть в ледяной воде. Инспекторы ГИМС напоминают, за нарушение правил административная ответственность по статье 11.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Но главная цена не штраф, а возможность не вернуться домой. В России сделали важный шаг навстречу многодетным семьям. Ввиду смягчения правил о доходах, еще 74 тысячи семей с более чем 230 тысячами детей смогут в этом году получить единое пособие в размере 50% от прожиточного минимума на каждого ребенка. Раньше многие лишались поддержки из-за небольшого превышения дохода. Теперь, если заработок на человека превышает минимум не более чем на 10%, выплата продлевается еще на год. И главное, с 22 мая социальный фонд сам пересмотрит ранее вынесенные отказы и назначит помощь тем, кто теперь проходит по новым критериям. Подавать документы заново не нужно. В России предложили по-новому мотивировать школьников и учителей. Депутаты Госдумы выступили с инициативой поощрять отличников бесплатными путевками в детские лагеря, а за золотую медаль еще и выплачивать федеральную премию от 5000 рублей. Для авторов законопроекта это вопрос справедливости. Отличная учеба – это труд, и он должен цениться наравне со спортивными или творческими достижениями. Если инициативу поддержат, у школьников появится дополнительный стимул тянуться к знаниям, а у учителей – гордость за то, что их вклад в успехи детей заметят и оценят по всей стране. С 4 июня в Мирнинском районе стартует летняя кампания по организации отдыха и оздоровления школьников. В этом году планируется охватить около 4000 детей, предоставляя им возможность провести каникулы интересно и с пользой. Программа летнего отдыха обещает быть насыщенной и разнообразной. Школьники смогут выбрать занятия по душе от профильных лагерей, где можно углубить знания в интересующей области, до лагерей дневного пребывания, предлагающих активные игры, экскурсии и творческие мастер-классы. Наши лагеря будут работать по направлениям, таким как оздоровительное, спортивное направление, лингвистическое, туристическое, военно-спортивное и другие направления. Всего охват наших детей количеством путевок составит 3865. Также планируется выезд на Черноморское побережье наших детей. По линии компании выйдут 120 детей, и спортивная школа вывезет 56 воспитанников на Черноморское побережье. В Театре оперы и балета проходят последние репетиции оперы «Богема», одного из самых известных произведений мирового оперного репертуара. Постановка переносит зрителей в Париж XIX века, в латинский квартал, где живут молодые поэты, художники и музыканты. В центре сюжета история любви поэта Рудольфа и белошвейки Мими. Композитор Джакомо Пуччини создавал оперу, вдохновляясь воспоминаниями о собственной молодости и атмосфере богемной жизни. Благодаря этому спектакль сочетает романтику, драму и реалистичные сцены повседневной творческой жизни молодежи. Это такой персонаж, да, это молоденькая девушка, которой суждено умереть, не прожив еще жизнь, да. Поэтому трактовать, конечно, сложно, но мы очень стараемся. У нас премьера была сравнительно недавно, в прошлом году, поэтому мы с удовольствием ждем встречи с якутским зрителем. И мы продолжаем наш утренний эфир. Спорт объединяет, заряжает энергией и дарит сильные эмоции. С 4 по 7 июня в Якутске пройдет 5-я спартакиада трудовых коллективов Республики Саха-Якутия. Тысячи участников, десятки команд, 11 видов спорта и даже семейные старты. Что это за событие, кого ждут на соревнованиях и почему оно так важно для республики, узнаем прямо сейчас. И об этом мы поговорим с нашим гостем Игорем Дьяконовым, начальником отдела развития клубного и корпоративного спорта Управления физической культуры и массового спорта Якутии. Доброе утро, Игорь Андреевич. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вообще о целях данного мероприятия и вообще о чем оно? Это соревнование спартакиады работников трудовых коллективов
посвященная 105-летию профсоюзного движения Якутии и выдающегося государственного и политического деятеля Ильи Егоровича Винокурова. Оно пройдет с 4 по 7 июня в городе Якутске и станет одним из самых крупных масштабных мероприятий в нашей республике. Мгм. Раз оно крупное, соответственно, сколько примерно участников ожидается? Примерное количество участников составляет на данный момент 1200 человек. Это именно участники-спортсмены. 1200 человек? Да. Такая мини-олимпиада практически, да? Хорошо. А когда и где все будет происходить, да? И какие виды спорта будут самыми зрелищными? Как я уже сказал, с 4 по 7 июня в городе Якутске по 6 объектам Министерства спорта. Это такие, как Дворец спорта 50 лет Победы, Республиканский шашечный шахматный центр, стадион Туймада, плавательный бассейн Чолбон, спорткомплекс Модун и в парке культуры и отдыха. Мгм. А плюс-минус сколько команд это будет? На данный день заявку подали 18 команд, из них 16 команд полными будут. Полная команда включает в себя 102 участника, а 2 команды пока, к сожалению, не полные. То есть могут еще добавиться к ним, да? Да, могут А добавить. полная команда это сколько человек? 102. 102 человека. Очень интересно, да? А правда ли, что на этих соревнованиях можно получить спортивный разряд? То есть все так серьезно? Да, мы этот вопрос проработали, и согласно единой классификации спортивных требований могут выдаваться спортивные разряды, и это станет дополнительной мотивацией для участников. Мгм. А что еще ждет? Какие-то еще дополнительные награды будут? Будут выдаваться индивидуальные призы от лица федерации данных видов спорта, а также командам, занявшим первые по третьи места по 2 группам. Это первая группа до 5000 работников данной отрасли и от 5000. За первое место будут выдаваться 350 тысяч рублей призовые, за второе место 250 тысяч и за третье место 150 соответственно. То есть есть за что побороться, да? Суммы такие внушительные. Но, а в целом, кто вообще может принять участие, да? И можно ли еще подать заявку? Отраслевые комитеты профсоюзов могут принимать участие, и проработавшие в данной отрасли не менее 6 месяцев, и их, как сказать-то, их возраст должен быть не менее 23 лет. Мгм. То есть взрослые, сознательные, трудящиеся люди. Да. Мгм. А для многих зрителей будет важно, там же, если 1200 человек, значит, как минимум 1200 болельщиков уже будут, да, если по одному. Куда можно будет прийти поболеть, да, и будет ли какая-то, может, церемония торжественного открытия или закрытия? Церемония торжественного открытия пройдет 4 июня на стадионе Туймада с 7 часов. Вход будет бесплатный, приглашаем всех прийти, посмотреть на открытие. Мгм. Ну, а в целом, да, это вот 5-я спартакиада, да, на ваш взгляд, подобные спортивные состязания для чего вообще проводятся и как они влияют на спортивную жизнь нашей республики? Такие мероприятия объединяют работников разных отраслей, и пропаганду здорового образа жизни передается, и укрепление связей между людьми. Ну вот, если взять прошлые, да, года, одни из самых сильных команд, это какие организации на вашей памяти? Энергетики, получаются, Сильные, да? нефтевики, Алроса, очень сильная команда, Сахатранснефтегаз, вот такие компании. Такие, ну, понятно, потому что их, наверное, очень много, там, наверное, среди них такой кастинг, да, большой, наверное, прям лучшие из лучших попадают, да? А мы вот сказали, что будут семейные старты, что это? Соревнования спортивных семей. Там мама, папа и ребенок от 12 лет будет участвовать. Там у них предусмотрен настольный теннис, ориентирование и бег, эстафета. То есть они должны быть тоже сотрудниками вот именно профсоюза какой-то организации, да? Ну, один из родителей должен состоять в профсоюзе. Мгм. То есть можно даже не в составе команды прийти, а взять свою супругу, ребенка и поучаствовать в семейных стартах, да? Да.
одной отрасли можно. Мгм. Итак, дорогие друзья, напоминаем, что у нас спартакиада трудовых коллективов пройдет с 4 по 7 июня. Придите для начала на открытие, посмотрите на этот спортивный праздник. Ну а далее можно приходить болеть за своих близких, родных, ну или даже просто чуть-чуть соприкоснуться со спортом. Спасибо большое, Игорь Андреевич. Мы желаем вам успешное проведение спартакиады. Ну и пускай все больше и больше людей приобщаются к здоровому образу жизни. Спасибо. Мы уверены, что на этом празднике многие увидят, как спорт объединяет коллективы и укрепляет здоровье. Но важно помнить, что на пути к активному образу жизни могут встретиться препятствия. Например, аллергия. В следующем сюжете расскажем, как ее распознать и как минимизировать влияние на жизнь. Доброе утро! Сегодня мы поговорим о полинозе. Полиноз – это аллергическая реакция на пыльцу растений. Весной начинает цвести береза, ольха, ива, тополь, одуванчик. Пыльца попадает на слизистые, и у чувствительных людей запускается бурная иммунная реакция. Как отличить полиноз от ОРВИ? При простуде обычно повышается температура, болят горло и мышцы, слабость. При полинозе температуры нет, зато есть сильный зуд в носу, глазах, чихание, прозрачные водянистые выделения из носа, слезотечение, покраснение век. Симптомы усиливаются на улице в ветреную солнечную погоду и уменьшаются в дождь или в помещении с закрытыми окнами. Какие анализы помогут подтвердить диагноз полиноза? Врач может назначить кожные пробы вне сезона цветения или анализ крови на специфические иммуноглобулин Е антитела к аллергенам пыльцы. Как же лечить полиноз? Лечение комплексное. Антигистаминные препараты, таблетированные препараты, спреи в нос, капли в глаза. При тяжелом течении гормональные препараты только по назначению врача. Аллерген-специфическая иммунотерапия АСИД. Это метод, который может надолго, до 5 лет, убрать чувствительность к пыльце. Проводится курсами заранее, до сезона цветения, например, с января или февраля месяца. Как же облегчить жизнь в сезон цветения самостоятельно? После улицы необходимо промыть нос слабым солевым раствором и принять душ. Использовать увлажнители воздуха и очистители с HEPA-фильтрами. Не открывать окна для проветривания в сухие ветреные дни. Использовать бризер или кондиционер. Носить солнцезащитные очки, чтобы пыльца не попадала на конъюнктиву. Не сушить белье на улице и во время высокой концентрации пыльцы стараться меньше бывать на природе. Когда же нужно срочно обратиться к врачу? При появлении одышки, чувства нехватки воздуха, свистящего дыхания, отека лица или горла – это признаки тяжелой аллергии, вплоть до отека квинки и астматического статуса. Требуется немедленная медицинская помощь. Берегите себя и будьте здоровы! Весна – это время не только обострения аллергии, но и активной работы на приусадебном участке. Пока одни растения могут вызывать неприятные симптомы, другие, например, как смородина, приносят пользу. Поговорим о том, как правильно сделать различные приемы, чтобы получить богатый урожай полезных ягод в этом году. Доброго дня всем! Сегодня мне хочется рассказать 5 непростых приемов ухода за кустами черной смородины в весенний период. Сначала мы видим, да, вокруг растения и под растением ковер из опавших листьев. Надо их вручную вообще убирать, полностью убирать. Потому что под листьями, да, листья – это теплоизоляционный слой, под ними зимуют вредители. Вот эти тли, клещи, пилильщики и так далее, и так далее. Все здесь. Ага. И взрослые растения последних генераций, да, то есть растения, насекомые несколько раз размножаются за лето. Они сами зимуют в этих листьях под опадом, так называемым, и их яйца. Чтобы куст смородины давал максимальную урожайность ягод, надо где-то 20-25
побегов, плодоносных побегов, да? Всего лишь. Ага, Много не надо, да? ага, мы внимательно смотрим. И наиболее старые, толстые, они темного цвета, да? Вот мы нашли, да? Побег старенький. А, ну да, вот он Ага, толстый, вот ага. это мы видим, да? Вот. Ой, как жалко его Ага. отрывать-то. Вот и мы его безжалостно под корень секатором срезаем. Иннокентий Аполлоныч, зачем нам кипяток? Для того, чтобы ошпаривать кусты, опять же, с той же самой целью уничтожения вредителей. От этого кипятка вредители и их яйца погибают уже еще в большей степени. Причем они зимуют, особенно тли, они и на стеблях тоже зимуют. Они микроскопические, их просто не видно. Ага. В пазухах листьев, под почками. Поэтому я демонстрирую, да? Быстро-быстро ошпариваем. И сами растения тоже. Ничего, достаточно. Как жалко. Мы не навредили. Потом, возможно, обильно вот ошпариваем землю вокруг. Вот очищенную от старых листьев землю хорошенько ошпариваем. Если я потом скипячу в бочке 200-литровой и буду обливать все дорожки, все кипятком. Вот показываю следующий, да, агротехнический прием. Обычные вилы. Я их использую для рыхления почвы. Вот почва, да, в нее же должна корневая система же в ней расположена растений. Она должна аэрироваться, то есть получать кислород, да, для облегчения кислорода и просто для рыхления, которое облегчает впитывание влаги. Я делаю вот такие вот дырочки, да? Ну, рыхление называют, щелевание называют, вот этот, кротование называют этот прием. Следующий прием – это внесение органических удобрений. Вот перед вами перегной. Это перегной не простой, не коровий, то есть это перегной из конского навоза. С песком немножко перемешан, с речным. Заметьте, с речным. Ага. Вот смородина, да? Где мы провели предыдущие приемы, да? И прямо вот так вот кидаем. По учебникам 5-6 сантиметров рекомендуется, а я, так как вношу каждый год, достаточно 2 сантиметров, 3. Чтобы полезные вещества перегноя проникли в почву, мы их поливаем обильно. Растворимые все вещества растворятся в воде и уйдут вниз. Конечно, уход за смородиной – это часть весенних приятных хлопот садоводов. Но и в городе весна пробуждает интерес к окружающему. Например, к названиям улиц. Многие из нас вообще даже не замечают, как называются улицы, а ведь зачастую они связаны с природой, с растениями, с временами года. Они дают городу душу и характер. Каждая вывеска – это история, запечатленная в имени. Здравствуйте! В эфире рубрика «Моя улица». Сегодня мы находимся в самом сердце Якутска, на улице, которую можно назвать живым свидетелем городской истории. Это улица Корленко. Она начинается от проспекта Ленина и тянется до улицы Лермонтова. Ее протяженность около 1,5 километров. 27 ноября 1913 года городская дума приняла решение назвать улицу именем Владимира Галактионовича Корленко, писателя, чья судьба навсегда связана с Якутией. В 1881 году Корленко отказался приносить присягу новому императору Александру III. За это его сослали в Якутскую область, в далекую глухую Амгинскую слободу. Путь туда был долгим и тяжелым. 3 года провел Корленко в Амге, не в качестве постороннего наблюдателя, а как учитель, сосед и друг местных жителей. Он поселился в доме крестьянина-бедняка Захара Цыгунова, выучил язык
изучал устное народное творчество, открыл школу для якутских детей. Бесплатно, с душой. Именно здесь, в ссылке, он создал свои знаменитые рассказы «Сон Макара» и «Соколинец», навсегда вписав Якутию в золотой фонд русской литературы. Улица Корленко сегодня соединяет эпохи, и ее главная архитектурная жемчужина – дом номер 2, построенный в 1952 году. Сегодня это официально охраняемый объект культурного наследия. Посмотрите на него. Двухэтажное, украшенное декоративными полуколоннами с растительным орнаментом. На фронтоне изображение карты Советского Союза с припущенными красными знаменами. На этой улице находится Саха-Корейская средняя общеобразовательная школа, учебное заведение, которое появилось в Якутске в 1994 году, благодаря инициативе первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Детско-юношеская спортивная школа номер 4. Улица Корленко – это место, где наследие писателя-учителя, красивый дом с картой СССР, уютные жилые дома, школы и обычная городская жизнь переплелись в один узел. Здесь есть на что посмотреть и о чем задуматься. Рубрику подготовила киностудия ЯГЛ. С улиц нашей столицы перенесемся в город Алдан. Как провести свободное время? Учитель технологии Алданской школы номер 2 Ирина Фурсо знает и не задается вопросами. Ей всегда нравилось познавать что-то новое. В педагогику Ирины Васильевна пришла с производства. По специальности она технолог швейного оборудования. А шить научилась в раннем детстве. Ее первыми наставниками стали бабушка и папу. К слову, именно папа шил маленькой Ире маскарадные костюмы. А став педагогом, героиня нашего следующего сюжета продолжила дело мамы, которая тоже была учительницей. И сейчас, в свободное время, Ирина Васильевна осваивает то, чему собирается обучать на уроках девочек, ведь учитель технологии должен уметь все. У педагога технологии школы номер 2 города Алдана Ирины Фурсо сейчас урок в 7 классе. Девочки изготавливают одежду и маскировочную экипировку для участников спецоперации. Процесс идет быстро и слаженно. Шить нравится всем ученицам. К тому же Ирина Васильевна никогда не ругается. А если что-то не получается, учитель всегда подскажет, как решить проблему. Очень хороший, очень добрый. Мы ее очень сильно любим. Ну, на уроках технологий мы обычно там шьем, вышиваем. Ведет технологию, черчение и ИЗО. Очень хороший педагог, прям наставник. Он очень хорошо объясняет, и ты вливаешься в процесс, хочется этим заниматься хоть весь день. Педагогике Ирина Васильевна отдала чуть более 20 лет. В сферу образования она пришла с производства. По специальности наша собеседница – инженер-технолог, и свою профессиональную деятельность она начинала в отрасли легкой промышленности. У нас была на Бертина 94, у нас был филиал Якутской швейной фабрики. Вот там я работала, но, к сожалению, в 90-е годы у нас там все это пришло в упадок. С закрытием филиала швейной фабрики наша собеседница была вынуждена сменить сферу деятельности. В 2005 году она пришла в школу с углубленным изучением отдельных предметов, педагогом дополнительного образования. Позднее стала учителем технологии в школе номер 2. Все-таки это я занимаюсь близким делом, да, тем делом, которое я, в общем-то, люблю, которым я много лет занималась, научилась в свое время тоже так же на уроках труда, как тогда, да. Сейчас у нас, кстати, тоже не технология, а труд. Шить наша героиня научилась раньше, чем пошла в школу. Чинить одежду и создавать новые вещи маленькой Ире очень нравилось. Тем более, что рядом были хорошие наставники. Бабушка шила, папа у меня шил, потому что мама у меня была, работала учительницей, ей некогда было шить. Папа шил нам новогодние костюмы, так что у меня дома всегда швейная машинка была. И немножко я все-таки дома поднаучилась шить. Если швейное дело наша героиня освоила во многом благодаря бабушке и папе, то в педагогику она пошла по стопам мамы. Помимо уроков труда Ирина Васильевна ведет черчение и ИЗО. Кроме того, сейчас она является классным руководителем 5 класса. Я инженер, да, поэтому я однозначно, в общем-то, могу вести черчение, да, в пределах школьной программы. А что касается ИЗО мне вообще очень нравится. Знаете, в 5 классе, например, ИЗО посвящено декоративно-прикладному творчеству. То есть, чего мы не успели на технологии, мы успеем на ИЗО.
рисуем мы в 6 классе пейзажи, портреты. А вот 7 класс у нас тоже опять архитектура и дизайн. Да? Тут опять с черчением все связано. Поэтому я прям считаю, что это предметы, они просто прямо все для меня. В стенах второй школы часто проходят творческие конкурсы, представления и концерты. В кутерьме подготовки к торжественным событиям кабинет технологии становится одновременно костюмерной и мастерской по срочному ремонту одежды. В создании убранств, украшений и декораций юные рукодельницы также принимают активное участие. То есть всегда есть желающие девочки, которые после уроков готовы заняться творческой деятельностью. То есть творчество мы, конечно, стараемся развивать. И это у нас, я думаю, получается. Свободное время Ирина Васильевна посвящает оттачиванию навыков в искусстве домоводства. Ведь учитель технологии должен уметь все. К слову, нашей собеседнице всегда нравилось познавать и осваивать что-то неизвестное. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ну а мы продолжаем наш прямой эфир, и хотелось бы отметить, что у нас есть активные социальные сети. Это у нас телеграм-каналы и канал в Максе, поэтому если вдруг вы что-то пропустили или хотите задать вопрос, или, возможно, вам понравился один из наших сюжетов, и вы хотите его пересмотреть, смело добавляйтесь в нашу большую утреннюю команду, сканируем QR-код и будьте с нами. Ну а тем временем за окном все еще май, но воздух уже пахнет чем-то жарким и долгожданным. Через буквально несколько дней наступит долгожданное лето, а вместе с ним наступит череда отпусков и поездок. Самое время задуматься, в чем вы повезете свои пляжные шорты и панамы. Чтобы предстоящие сборы не превратились в квест с перемотанным скотчем чемоданом, мы приготовили инструкцию по выбору идеального багажа. При выборе чемодана наиболее важным является то, чтобы он был адаптирован к условиям, в которых мы путешествуем. Предпочтительнее выбрать модель более современную, проверенную временем и с официальной заводской гарантией. Даже относительно недорогой чемодан тоже может быть хорошим при условии, что он сделан из прочных материалов. Показатель качества – это как минимум гарантия от 1 года и выше. Перед покупкой обязательно чемодан надо проверить на целостность, на то, как работают механизмы. Допустим, прокручиваем чемодан, проверяем выдвижную ручку, она не должна болтаться. Первое правило при выборе чемодана – определитесь с размером. Есть маленькие, средние и большие чемоданы. Для короткой поездки подойдет компактная модель на 20-40 литров. Для длительных путешествий чемоданы от 60 литров. Но помните, каждый перевозчик устанавливает ограничения на вес багажа, который вы можете взять с собой в путешествие на самолете или автобусе. Допустим, вот этот чемодан подходит на авиакомпанию «Аэрофлот». Высота 55 сантиметров, ширина 25. Этот чемодан подходит на S7, ширина 23 сантиметра. Этот чемодан подходит на Якутия, ширина 20 сантиметров. А этот чемодан подходит на авиакомпанию «Победа», «Ирайра», «Нордвинд» и так далее. И то подходит, если снять колесо. Тут высота 40, 30 и 20. Чемоданы изготавливаются из пластика, ткани или металла. У каждого материала свои плюсы и минусы. Жесткие чемоданы прочнее и защитят хрупкие вещи, но они тяжелее. Мягкие материалы легкие и гибкие, но уязвимы для ударов. В последнее время стали популярны полипропиленовые чемоданы. Они тоже очень легкие, прочные и, главное, морозоустойчивые. Они очень хорошо показали в нашей республике свои свойства. А также есть чемоданы из поликарбоната. Они тоже очень легкие, очень прочные. Единственный минус, могут у них появиться вмятины. Колеса – самая уязвимая часть. Выбирайте модели с силиконовыми или прорезиненными колесами. Они тише и долговечнее. 2 колеса – устаревший вариант, при котором чемодан необходимо всегда перевозить за спиной под наклоном. Если багаж габаритный, возрастает нагрузка на позвоночник. Чемоданы на 4 колесах маневреннее, позволяют вести чемодан и за спиной, и рядом с собой. Но такие модели менее устойчивы на неровных поверхностях. Колеса бывают разные. Допустим,
Вот этот несъемный. У этого чемодана колесо несъемное, а у этого чемодана колесо снимается. Так легко снимается и надевается. У кого ломались раньше колеса, обычно выбирают чемоданы со съемными колесами. Обратите внимание также и на внутреннюю организацию. Фиксаторы для одежды, съемные разделители, карманы для документов, а также на замок. Большинство современных чемоданов оснащено кодовыми замками. Это не только повышает безопасность вашего багажа, но и значительно облегчает его транспортировку. Также стоит помнить об уходе за чемоданом после его покупки. Надетый на дорожный чемодан чехол защищает его от несильных ударов, царапин и порезов. Чехол выгоднее, чем пленка в аэропорту. На самом-то деле он окупает стоимость. Сейчас в порту очень дорого заматывают пленкой, а чехлы многоразовые, вы можете их постирать и несколько раз использовать. Проверив эти ключевые критерии, вы сможете выбрать чемодан, который станет надежным спутником в любом путешествии. И помните, идеальный чемодан – это тот, который удобен именно вам. А сейчас мы рады передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В 47 регионах России готовят масштабный апгрейд электросетей. Сенаторы и Минэнерго запустили программу повышения надежности энергоснабжения, на которую до 2028 года выделят 36 миллиардов рублей из федерального бюджета. Если в прошлом году такие программы работали лишь в 8 субъектах, то теперь к ним присоединятся еще 9, а в перспективе почти половина страны. Эксперты уверены, если механизм сработает, Россия получит не только более надежную энергосистему, но и доверие инвесторов, готовых вкладываться в ее развитие. Цифровое будущее все ближе. Бумажные медицинские карты теперь пережиток прошлого. Якутские специалисты практически полностью перешли на электронный документооборот. Информация в удобном виртуальном формате есть о каждом якутянине. Всего создано более миллиона медкарт. В республике также работает региональный портал «К врачу». С помощью сервиса можно записаться на прием и закрыть больничный лист, а также просмотреть истории ближайших родственников, супруга и детей. К 2030 году планируется внедрить автоматическую передачу данных с медицинских датчиков, например, показатели с глюкометра или электрокардиографа. Так доктор сможет заранее ознакомиться с динамикой пациента. Наши медорганизации, все медорганизации объединены в единый цифровой контур, то есть они все подключены к единой системе. И, соответственно, это дает возможность, например, врачу, когда пациент приходит, просматривать истории болезни, где он был, какие анализы сдавал, и все вот эти диагностические исследования. Рособорнадзор напомнил строгие, но важные правила для участников ЕГЭ. Если школьник решит списать, переговариваться с соседом, воспользуется телефоном, умными часами, шпаргалкой или попытается сфотографировать задание, его сразу удалят с экзамена. Под запретом все, что может помочь нечестным путем сдать экзамен. Передавать запрещенные предметы нельзя даже тем, кто просто сопровождает экзамен. За это тоже грозит удаление. Если нарушение зафиксировано, акт составляет в присутствии комиссии, организаторов и наблюдателей. Один экземпляр отдают ученику, второй – в госэкзаменационную комиссию. Напомню, что основной этап ЕГЭ стартует 1 июня. Отделение Социального фонда России по Якутии начнет выплачивать ежегодную семейную выплату нуждающимся семьям с 2 и более детьми. Получить поддержку смогут работающие родители, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов. Это до 46 тысяч рублей в северной зоне и до 39 тысяч во второй зоне республики. Размер выплаты рассчитают как разницу между уплаченным НДФЛ и налогом по ставке в 6%. При назначении учтут доходы семьи и имущества, квартиры, дома, транспорт и земельные участки.
Подавать заявление на ежегодную семейную выплату можно уже с 1 июня до 1 октября 2026 года через портал государственных услуг, в клиентской службе отделения социального фонда по месту жительства или в МФЦ. Отделение социального фонда рассмотрит заявление в течение 10 рабочих дней. Сроки могут быть продлены еще на 20 дней в случае недостоверных сведений либо их расхождения. Аймикон становится все популярнее у туристов. За 3 года поток иностранных гостей вырос почти вдвое, а в этом году на полюсе холода ждут уже 280 зарубежных путешественников. Туристов манят экстремальные морозы, фестиваль «Полюс холода», горные трекинги и уникальная природа Якутии. Местные туроператоры отмечают, зимний сезон стал особенно востребованным. Люди, объехав всю страну, открывают для себя новые грани приключений. А кто-то возвращается ради национальной кухни и тишины тайги. В планах перенести главный фестиваль на 21 декабря, когда морозы достигают пика, и запустить весной фестиваль горного туризма в Уснере для лыжников и сноубордистов. Пока инфраструктура справляется с потоком, но развитие идет полным ходом. Строятся кемпинги, прорабатываются новые маршруты. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Согласитесь, каждый из нас хотя бы раз мечтал о красивом, сильном голосе, чтобы петь, например, дома в душе, либо в компании друзей в караоке или даже выступить на сцене. Но что делать, если природа не наградила слухом? Как разбудить голос после сна, если он осип или садится, например, как у меня? И можно ли научиться петь с нуля во взрослом возрасте? На все эти вопросы сегодня ответит человек, который знает о голосе все. У нас в студии педагог по вокалу и блогер Анастасия Спиридонова. Доброе утро. Доброе утро. Анастасия, а как правильно настраивать свой голос с утра? Ну вот зачастую мы просыпаемся, конечно, с таким не очень приятным голосом, ну вот примерно как у меня, да? Но что делать, чтобы он звучал легко и свободно? Ну, смотрите, когда вы просыпаетесь, лучше сразу не говорить. Какое-то время нужно помолчать, и вообще голос сам восстанавливается, примерно через час уже, он уже более-менее звучит, но если у вас не восстановился, например, голос, то можно сделать упражнение, например, на букву «М». Давайте сделаем вместе? Давайте. Ага. Смотрите, мы просто закрываем рот и мычим. Да, должно быть очень все расслаблено, да? И у вас должно все вибрировать прямо здесь. И тем самым у нас что? Голос Ну, просыпается? Да, он просыпается, мышцы просыпаются. Давайте. Потом можно другие нотки, например, повыше. Попробуем. И вот так, то есть с утра проснулись, помычали немножечко, да, и, соответственно, запустили, так свои сказать, мышцы, да? Здорово. Так, берем на заметку, дорогие друзья. А что посоветуете тем людям, которые говорят, у меня вообще нет слуха, вот как говорят, медведь на ухо наступил? Такое бывает? Конечно, в основном все говорят, у меня нет слуха, голоса нет, а по итогу, оказывается, у них хорошие данные вокальные. Почему так происходит? Потому что люди думают о себе, то есть у них представление о себе такое, что я не умею петь, потому что в детстве сказали, например, да, или там в школе сказали, там какие-то близкие, родственники сказали, что вот слуха нет, голоса у тебя нет, лучше не пой. И все, и человек так о себе думает и так считает, но на самом деле, возможно, у него есть слух, возможно, есть голос, но если все-таки нету, то это все нарабатывается, потому что это мышцы, это навыки. Поэтому если человек, допустим, думает о себе, что у него нет слуха или голоса, просто пусть идет на уроки вокала. Там ему все скажут, есть у него или нет. Потому что он же не профессионал, он же не знает со стороны, как у него там с голосом. Ну, вообще, примерно за одно занятие уже можно сделать такой вердикт? Поешь или не поешь? Все могут петь. Все могут Да, петь? если есть желание, то все, потому что это все нарабатывается. Ну, не может быть такое, чтобы человек вообще никогда бы не научился. Такого не бывает. Все равно он сможет, вот любой человек. Но бывают такие истории, Анастасия, допустим, когда человек вроде бы голос-то имеет, поет, а вот попасть в этот такт не успевает, тормозит или наоборот раньше времени начинает. Вот это тоже можно наработать? Это сложнее, но можно. У меня много таких вот учеников, ведь я вот работаю в детской музыкальной школе. Они тоже не попадают сначала, но потом у них тоже нарабатывается чувство ритма, называется, да, и они начинают уже со временем попадать. У них тоже начинается понимание, когда
вступать, например, да, и плюс еще есть другие предметы, как сольфеджио, например, фортепиано, где человек, ну или ребенок, да, начинает уже понимать, когда вступать, например, чувство так-то нарабатывается как-то у него, ритма. А есть ли какие-то возрастные ограничения, вот, допустим, ну, после там 60 не запоешь никогда, или вот надо успеть до 50 распеться? Нет такого? Такого нету. Вообще в любом возрасте можно пойти петь. У меня ученики были и в 70 лет. То есть нет было бы желание, да? Вот вы уже отметили, что работаете с детишками, да, в детской школе искусств, да. На сегодняшний момент, вот какие самые частые проблемы с голосом у подрастающего поколения бывают? С голосом прям проблем таких сильно нет. Есть проблемы, это именно психологические зажимы. Вот, как и у взрослых. Я и со взрослыми тоже работала раньше, ну сейчас пока не работаю. Вот. Чаще всего это проблема с физическими зажимами. То есть они начинают как-то вот стесняться, бояться, да, из-за этого получается, что у них и мышечные зажимы. Вот, то есть психологические зажимы больше. То есть вы немножечко психолог в этом случае, да? Да, обязательно. Педагог — это психолог еще. Да. Но и вот такой насущный вопрос, да, как решать проблемы со хриплостью? Ну вот, допустим, конкретный пример, переболела, а вот эта хрипота, она осталась. И вот что ни делай, как будто бы лекарства и не существует. В аптеку приходишь, говорят, такого нет лекарства. Нужно что, молчать, пить горячие напитки, не пить, вот. Как решать такой вопрос? Если, например, вот у вас есть физические какие-то ощущения, если у вас хрипотца есть, например, да, но нет болевых ощущений, то немножко нужно подождать. Если у вас есть эти болевые ощущения, вам нужно пойти к фониатору уже. Но если у вас хрипотца не проходит вообще, да, то есть раньше у вас не было хрипотцы, а сейчас она появилась, тоже лучше пойти к фониатору и посмотреть свои связки. Может быть, с ними что-то случилось. Может, вы там голос сорвали, и голос обратно не вернулся в свою форму. Такое бывает. И такое бывает? Да. Восстанавливается? Он может восстановиться, да. А вот вы говорите фониатор, а у нас в Якутске есть такие специалисты, да? Узкопрофильные, но они есть. Есть один человек только. Только один человек, да? Хорошо. Ну, еще я сейчас скажу то, что хрипотца, вот, да, говорите. А бывает такое, что человек у него сам голос такой, это вот его изюминка. Вот, если только у него изменился голос, то есть раньше был просто без хрипотцы, потом стал с хрипотцой, тогда только уже можно пойти к фониатору. А сколько нужно заниматься вокалом, чтобы прямо уже увидеть первый результат? Ну, не знаю, как минимум выйти и спеть целиком одну песню. Ну, вообще, с первого занятия уже есть какие-то изменения, да? Но чтобы прям видимые были изменения, то где-то месяц уже. Через 8 занятий человек уже начинает более-менее звучать, более уверенно, потому что, ну, практика. Просто он 8 занятий отработал свою песню, и, конечно, она будет хорошо звучать. А как перестать стесняться? Ну, вот это уже следующий момент. Сходила на уроки вокала, научилась петь, а вышла на публику, и все, голоса нет, петь не могу, все забыла, все пропало. Ну вот, вот этот страх, стеснение, да, вот это же страх осуждения, что подумают там, да, сейчас засмеют, наверное, все меня там, да. Сначала лучше начинать с маленьких шагов. Это как вот в психологии тоже есть такие методы, да, маленьких шагов, и не только вот достижение целей, тоже маленькие шаги всегда, да, вот используются. Тут то же самое, сначала ты спел для себя, потом для близких, потом вышел там для друзей, спел, а дальше уже ты пошел и спел на сцене, например. Вот так вот. То есть маленькими шагами, через опыт. То есть человек сталкивается с тем, что, оказывается, его никто не осуждает на сцене, оказывается, да. И он вот этот такой подкрепляющий опыт получает и понимает, что, оказывается, люди меня не осуждают. И классно реагируют, позитивно реагируют. И так человек привыкает уже к сцене, например. Ну и выступать где-то тоже привыкает уже так. Анастасия, ну а как вы раскрыли себе талант вот такой, да, может быть, с помощью преподавателей, или вот прям родилась сразу с прекрасным голосом? Ну, у меня было так, что я с детства пела, даже я еще не говорила, я уже в 1 годик я уже пела, вот так вот. Ну, меня заметили, родители заметили, там, в садике заметили, что я пою, просто на сцену выпускали постоянно, чтобы я пела. То есть я так не раскрывала в себе это, просто я пела всегда. Это, наверное, генетическое такое, природное, бывает же такое. Но на самом деле вот у людей, у многих такое есть, просто они не знают об этом. В садике не раскрыли, в детстве там не раскрыли, да, человек может не знать об этом. Вот, а у меня заметили просто. Так я и пошла петь. Здорово. Ну и вот сегодня вы уже преподаете, да? А вот работать с кем проще? А вот педагог по вокалу со взрослыми или с детишками?
мне с детьми легче, потому что они более гибкие, пластичные, да, а человек взрослый, он уже такой сформировавшийся, да, у него есть свои уже какие-то и комплексы есть. То есть сложно, потому что у взрослого человека много барьеров есть внутренних, а ребенок, он более пластичный, он может подстраиваться как-то, да, его можно раскрыть, как и взрослого, конечно, но с ним тяжелее будет. То есть с детьми мне намного легче. Ну а вот помимо упражнений со звуками буквам М там, и так далее, да, у нас осталось совсем немного времени, какие бы вы еще советы дали бы нашим телезрителям вот с утра? Как все-таки с помощью голоса, возможно, проснуться, зарядиться энергией, а может быть просто прокричать этому миру, что вот я проснулся, и у меня все замечательно? Вы можете сделать тоже упражнение, ну не упражнение, да, говорите, или как? Ну, давайте. Можно упражнение, да? Давайте. Ну вот, опять же, сначала вы вообще лучше не говорите, потому что мышцы еще не проснулись. Даже сейчас у меня до сих пор не проснулись мышцы. Все равно хрипотца есть такая, да? Ну, утро, 7 утра, да? Вот. Но лучше не кричать, не надо. Голос сам восстановится. Это как бы физиология, да? Естественно, он просыпается все равно. Днем уже нормально все будет. То есть с утра не кричим? Не надо, нет. Улыбаемся миру, Да. молчим, разговариваем с домашними, ну а потом уже идем к новым вершинам, да? Да. А в обед можно уже покричать. Уже можно, да. Но аккуратно. Спасибо большое, Анастасия. Мы желаем вам удачи в вашем творческом пути. Спасибо. И вот на такой замечательной, бодрой ноте мы завершаем наш эфир. Увидимся завтра в 7:00. До новых встреч.